Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В канун Нового года в Хасавюрте пройдет международный турнир в честь прославленных борцов Дагестана. От Якутии в соревнованиях примут участие 7 борцов. Также спортсмены Якутии примут участие во всероссийских соревнованиях памяти Миндиашвили в Красноярске. Пожелаем нашим борцам ярких побед, которые прибавятся к общим достижениям наших спортсменов в уходящем году. Ну а наиболее значимых событиях в мире спорта Якутии в 2022 году расскажет гость студии. Александр Бугаев, первый заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. До конца года остались считанные дни. Но какими яркими событиями в мире спорта запомнился этот год? Да, во-первых, все наши мероприятия этого года, они были посвящены столетию основания нашей республики. Мы в течение года провели достаточно много мероприятий, соревнований, межрегиональные, всероссийские, международные. Да, вот так мы в июне месяце, в конце месяца провели 4-й чемпионат мира по масс-рестлингу. Тут надо отметить то, что по всей России, наверное, мы единственный субъект, который провели в такое время, да, непростое, скажем так, да, чемпионат мира. Очень много было команд, 42 команды, да, практически. И практически со всего континента были представлены. И чемпионат мира, и также был еще абсолютный чемпионат мира. Провели, если помните, мы проводили абсолютный чемпионат мира в рамках празднования национального праздника Исых на Висхотыне, в рамках празднования Исыха Туймады. Значит, также мы провели Кубок главы по игре ГО. Это для нашей республики достаточно новый вид спорта. И, кстати говоря, в 2024 году на играх «Дети Азии» мы в дополнительный вид спорта ввели эти соревнования по игре ГО. Значит, также мы провели всероссийские соревнования по вольной борьбе среди молодежи памяти прославленного олимпийского чемпиона Армана Михайловича Дмитриева. И вот осенью провели мы также международный турнир по вольной борьбе уже среди взрослых памяти заслуженного тренера Дмитрия Петровича Коркина. И, конечно же, скажем так, самым таким кульминацией, скажем, года это мы провели в Барагонцах, Усть-Луганском улусе 8-е спортивные игры народов Республики Саха-Якутия, так называемые наши якутские олимпийские игры. 37 команд было, чисто спортсменов, участников было более 1800 спортсменов, поэтому на высоком организационном уровне, посвященном столетию, такие мы мероприятия провели. Действительно, очень насыщенный год. Ну, а 22-23 декабря как раз-таки состоится итоговое мероприятие работников сферы физкультуры и спорта. Какая программа ожидает ваших коллег и какие актуальные вопросы будете рассматривать во время итоговой сессии коллегии? 22-23 действительно мы официально можем сказать, что мы закрываем год. Мы традиционно проводим 2 дня. Во-первых, состоится круглые столы, страт-сессии и итоговое совещание, где, значит, министерство будет перед всей республикой отчитываться про работу уходящего года. Также мы проведем итоговую коллегию, заседание коллегии, и будем проводить бал чемпионов 23-го в культурном центре «Сеглярские огни» Северо-Восточного федерального университета, где надо сказать, что мы возвращаемся к старому формату и будем там объявлять 10 лучших спортсменов уходящего года. Да, 10 лучших спортсменов, а также 10 лучших спортсменов по адаптивным видам спорта. Приедут к нам практически, я думаю, со всех районов, да, наши коллеги, да, также из администрации районов приедут. Мы будем по 4 секциям работать, направлениям. Да. Во-первых, это детский спорт, национальные виды спорта, конечно же, массовые виды спорта и адаптивные виды спорта. Мы в течение 2 дня будем уже итоги подводить, уже будем намечать планы на будущее, на следующий год. Тем более у нас следующий год тоже очень такой важный юбилейный год наступает, поэтому будем на такой площадке, будем обмениваться опытом, также и заслуживать улусы опытом будут делиться, да, коллеги. Поэтому в таком формате мы будем проводить. Как раз-таки про следующий год, он тоже будет богат на различные события. Какие из них самые главные? Да, самое главное, я уже оговорился, да, следующий год это, в принципе, и по всей стране, и в нашей республике, это год столетия основания физкультурного движения, так, как и в России, так и во многих субъектах.
И поэтому у нас год будет посвящен этой круглой, ну, большой юбилейной дате. В течение года мы будем проводить различные мероприятия, научно-практическую конференцию, конечно же, торжественное собрание общественности, посвященное этой дате. Мы будем реализовывать уже стратегию развития физической культуры и спорта на период до 30 года. Так, планируем провести съезд работников физической культуры и спорта. Мы уже давно не проводили. Последний раз, вот, если память не изменяет, 9 лет тому назад проводили. Поэтому мы, вот, посвященный к столетию, вот, съезд будем проводить также. Ну и еще этот год он ознаменован тоже одной юбилейной датой нашего великого прославленного тренера Дмитрия Петровича Коркина, 95-летие. Мы планируем провести международные соревнования, даже ежегодные, но уже постараемся охватить большое количество стран, участников, да. И вот в таком формате, в таком ключе вот следующий год у нас будет проводиться. Ну и, конечно же, вот первенства, чемпионаты Дальнего Востока будем проводить по различным видам спорта. Ну, важнейшим событием в Якутии станут игры «Дети Азии». Наконец-то они возвращаются в наш регион. Расскажите, идет ли подготовка к играм? Или у нас сначала зимние же, по-моему, да, будут игры, получается? Да? Получается, игры в Кузбассе, которые. Вот Да. как у нас готовятся спортсмены, расскажите о них, и, может быть, потом уже о подготовке и о дальнейших играх в Якутии, которые будут в будущем. Да, вот до вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» осталось совсем ничего. Уже с 25 февраля следующего года стартуют игры в Кемеровской области. Ну, они по 4 городам будет, там Кемерово, Кузбасск, да, вот, Шерегеш. Там вот. И соревнования будут проводиться по 10 видам спорта. Наши команды будут представлены тоже практически по всем видам спорта, да, по 9 видам спорта. Сейчас самые, скажем так, самые заключительные этапы подготовки. Да, у нас, допустим, фигурное катание, часть ребят, сейчас учебно-тренировочные сборы проводятся в Москве. Да, допустим, шорт-трек здесь, в городе Якутске, сборы проводят. Хоккеисты наши тоже готовятся, они выезжают на дальневосточные соревнования, да, то есть набирается опыта, старта набирается. Лыжники наши сейчас тоже на учебно-тренировочных сборах. И, конечно, мы возлагаем хорошие надежды на наших ребят. Конечно, это молодые ребята, для них всех это будет первый международный старт. Да? Ну и вообще надо отметить то, что сейчас наших спортсменов и юных спортсменов не выпускают на международные соревнования. Да? Поэтому для них это очень большая ответственность. И я думаю, что очень сильные ребята приедут именно вот на игры «Дети Азии». Поэтому, конечно, для наших ребят это будет большим опытом и испытанием, скажем так. Ну а что касается подготовки летних игр «Дети Азии», тоже, надо сказать, осталось времени очень мало. Да, мы все говорим, что радостно игры «Дети Азии» вернулись на родину, да. В 2024 году в июне месяце уже пройдут 8-е международные спортивные игры «Дети Азии» летние. Сейчас создан оргкомитет, сейчас на стадии подписания Всероссийский оргкомитет, председателем оргкомитета будет полпред Трутнев Юрий Петрович. Но сейчас, конечно, мы понимаем, что сейчас большая работа будет проводиться и по ремонтным работам. Да. У нас будут также 2 объекта новых будут введены, построиться к 2024 году. Ну, сейчас вот самый такой этап, подготовительный этап, в принципе, для ремонтных, строительных работ, вот, год с небольшим, это достаточно маленький срок. Действительно. Но одним из важнейших направлений вашего министерства является реализация федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Вот как реализуется этот проект в нашем регионе? Федеральный проект «Спорт. Норма жизни» он реализуется по всей стране, начиная с 2019 года. Он является частью большого национального проекта «Демография». За эти годы у нас построены несколько спортивных объектов. Например, для примера, это вот плавательный бассейн в Жатае. Да, вот в Барагонцах строятся 2 объекта. Это многонациональный спортивный комплекс, а также это зал единоборств. Да, и в прошлом году в Нижнем Бестяхе большой многонациональный спортивный комплекс был введен. Это большой спортивный зал с плавательным бассейном. Также, значит, в рамках данной программы федерального проекта и сейчас наши спортивные школы республики, да, оснащаются оборудованием, инвентарем.
Также есть и адресная помощь, это для юных спортсменов тоже на выезда, на экипировку. Также, значит, в республику уже ежегодно, начиная с 2019 года, поставляется оборудование физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО. На сегодняшний день, на этот год уже мы оснастили таким оборудованием 32 муниципальных района. Да, и в следующем году еще 4 оборудования мы получим, и тем самым по итогам следующего года все 36 муниципальных районов и городских округов нашей республики будут обеспечены оборудованием ГТО. Это уличные тренажеры, да, где можно для населения, где можно потренироваться, и они специально подобраны для именно выполнения комплексов упражнений для ГТО. Также, значит, с этого года начали физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, так называемые ФАКОТы. В этом году мы 2 ФАКОТа получаем, да, и тоже в следующем году тоже 2 ФАКОТа будет для республики предоставлены, и также будет быстровозводимый спортивный комплекс, тоже будет, за счет программы будет выделены. У нас в Якутии появляются новые спортивные комплексы. По единой субсидии в Жиганском районе впервые построят спортивный объект. Вообще, как можно оценить, стало ли у нас любителей спорта больше в республике? Да, ежегодно, да. У нас, надо сказать, что стоит задача к 2030 году по всей стране достичь количества систематически занимающихся до 70%. Это на самом деле очень серьезная цифра, да, за этим огромная работа предстоит. Но, конечно, для нашей Северной Республики без спортивных объектов теплых, да, без инфраструктуры, мы понимаем, что достичь этих показателей очень трудно будет, да, потому что нам все-таки теплые помещения нужны. Ежегодно, да, вводятся новые объекты. Я уже сказал, что недавно, на днях уже ведутся новые объекты в Усть-Алдане. Также буквально тоже на следующей неделе, то есть на этой неделе, выходные, мы ведем новый физкультурно-оздоровительный комплекс на Белом озере, да, в Мархе. Это крытый лыжный каток с плавательным бассейном. Буквально остались, как говорится, считанные дни. Да, и Киграмбети Азик в 2024 году тоже еще один каток будет построен в районе Новоинской, да, и еще один спортивный комплекс будет построен и введен в Сайсарском округе. Поэтому ежегодно, да, строительство объектов идет, скажем так, полным ходом. Александр Николаевич, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем успехов в реализации всех поставленных задач, и успешного подведения итогов в этом году, и успешной реализации задуманных планов на год следующий и на будущий. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.